Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, Господу миров, и благой конец за богобоязненными. Мир и благословение нашему Господину и любимому посланнику Мухаммаду, его семье, всем его сподвижникам и тем, кто последовал за ними в благодеяниях до самого судного дня. А затем, уважаемые братья, сестры и слушатели, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. После восхваления всемогущего Аллаха и просьбы благословения для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, мне хотелось бы начать с признания своих собственных недостатков и то, что все мои дела несовершенны. И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял мои старания в доведении этого послания. И я прошу Аллаха, чтобы Он принял ваши старания в принятии этого послания. 14 декабря 1503 года женщина из числа немусульман родила Антихриста. Хадис, который можно найти в муснаде имама Ахмада, в котором один из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, судный день не наступит, пока не появится 30 антихристов, и последним из них будет одноглазый лжец». Также хадис, который передали имам Бухари и Муслим, в котором Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, говорит, что каждый из них будет претендовать на то, чтобы быть пророком Аллаха. О мои братья, много лжепророков пришло и много ушло. Был ли это Мусайлима? Был ли это Абу Куляйха? Была ли это Саджа? Или Саф? Был ли это Абу Мансур? Был ли это Халиф Рашид? Был ли это Мухаммад ибн Саид? Был ли это Гулям Ахмад? Был ли это доктор Йорк? А может быть Джасмир? Был ли это Махмуд Аль-Фаррадж? Был ли это Мухтар? И одного из них на свет породила Франция. И это никто иной, как Нострадамус, который родился в декабре 1503 года. Если вы помните, он прославился в средствах массовой информации. Почему? Из-за его предсказаний о том, что мир постигнет конец света в определенное время. Он прославился в СМИ. Он стал популярен в газетах. Он обрел успех на радио. Он стал популярным в журналах. Каждый по всему миру, кто интересовался Нострадамусом, начинал верить в его предсказания, особенно в предсказания о конце света. Мусульмане, как и не мусульмане, начинали верить в это до такой степени, что люди начинали готовиться к своей смерти. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вы увидите много мусульман в то время, когда в ту ночь был свет, был гром, и вдруг мусульмане начали верить, что час настал. У нас был, миллениум. И снова мусульмане, как и не мусульмане, начали верить, что час придет, когда минует тысячелетие. Точно так же, как и раньше. Они верили в предыдущие предсказания. Те люди, которые не верят в Аллаха и в Его посланника, эти люди, они оставили свои дома, они эмигрировали в Палестину. Почему? Потому что они хотели стать свидетелями, как они верили, что начало тысячелетия принесет с собой Ису ибн Марьяма, мир ему, и наступит конец света. Это поколебало иман тех слабых мусульман, и они начали верить в это.
Как раз в этом году должен выйти фильм 2012. И снова мусульмане, как и не мусульмане, и в особенности мусульмане, они пишут в сообщениях на форумах. Зачем? Они хотят предупредить людей, что в 2012 году наступит апокалипсис. Несмотря на аяты Корана, где Аллах говорит: «Мухаммад», они спрашивают тебя о часе. Так скажи же им: знание об этом только у всемогущего Аллаха. Аллах также говорит: «О Мухаммад, они спрашивают тебя о часе. Скажи же им». Это не касается ни одного из пророков. Говорить им о времени наступления. Почему? Потому что ни один пророк не знает, когда наступит день воскресения. Однако, несмотря на эти аяты Корана, люди попали в ловушку. И они верят, что люди, подобные Нострадамусу, знают, когда наступит конец света. Но знайте, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 5 вещей принадлежат всемогущему Аллаху, и они остаются со всемогущим Аллахом. И одно из 5 – это конец света. И помните, что не Нострадамус, и не какой-нибудь там доктор Йорк, не Мухтар, не Рашид Халифа, не Мусейлима, не Саджа, не Саф, не Абу Мансур не знали, когда наступит конец света. Почему? Потому что знание об этом только у всемогущего Аллаха. Свят Он и велик. Но одно ясно, что судный день близок. Аллах говорит: откуда ты знаешь? Быть может, час близок. Также Аллах говорит: день возмездия близок. Также Всевышний Аллах сказал: судный день приблизился, и месяц раскололся. И даже несмотря на все эти предостережения из Корана, мы все равно продолжаем жизнь непокорных грешников. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что не наступит судный день до тех пор, пока мать не породит свою госпожу. И хадис привел Муслим. А что же сегодня мы видим? Мы видим, что сын и дочь, когда мать носит их в своей утробе 9 месяцев, и после того, как ребенок рождается и достигает зрелого возраста, и мусульмане, они дошли до такой степени, что они называют своих собственных матерей собаками, до такой степени, что они пытаются бить свою собственную мать. Как же правдив хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: судный день не наступит до тех пор, пока убийство не увеличится. Хадис передал Бухари. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что судный день не наступит, пока дети, рожденные в результате прелюбодеяния, не увеличатся и не станут многочисленными. Хадис передал Ат-Табарани. Разве это не происходит сегодня? Он, да благословит его Аллах, приветствует, также сказал, что судный день не наступит, пока доверие не станет средством зарабатывания денег. А разве это не происходит сегодня? Брат сдал в наем дом определенному человеку, и он доверяет этому человеку. И парень говорит ему: не приходи ко мне домой, потому что там моя жена. Встретимся в местном парке. И брат соглашается. А когда брат согласился, и пришло время, прошли месяцы, наступило время оплаты, но однажды платеж не поступил. И так он приложил все свои усилия, чтобы связаться с этим парнем.
Но что же произошло? Он не отвечает. Итак, этот брат отправился в свой дом, в свой собственный дом, который он сдавал. И когда он подошел к своему дому, знаете, что он увидел? Он увидел, что его дом был переоборудован в цех по производству марихуаны. Как же правдив хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И этот хадис передал Тирмизи. Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, что судный день не наступит, пока не участятся землетрясения. И хадис передал Бухари. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что судный день не наступит до тех пор, пока люди не будут следовать Корану и отвергать хадис. И хадис передал Абу Дауд. И разве такое не происходит сегодня? Потому что иногда мы можем встретить братьев, которые следуют только Корану. Мы не верим в хадис. Нет такого понятия, как хадис. И ты им говоришь, выстаивай молитву. И они скажут, докажи это из Корана. Где там написано, что ты должен молиться? Как ты совершаешь намаз? Ты знаешь слово «салят»? В Коране относится к езде на лошадях. Мы не верим в молитву, мы не будем выстаивать намаз. Этот намаз, который Аллах упоминает более 76 раз. Более 76 раз. Эти братья говорят, что мы не верим, что Коран описывает этим молитву. Это слово относится к езде на лошадях. Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, что судный день не наступит до тех пор, пока вы не увидите людей. И они не будут слушаться своих матерей до такой степени, как никогда до этого не слушались. Но несмотря на эти постоянные напоминания, несмотря на эти малые признаки, вы и я до сих пор живем жизнью неповиновения. И когда людям говорят «покайся, пока не поздно», они смеются над этим. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что судный день не наступит до тех пор, пока не увеличится и не распространится среди людей пьянство. А разве сегодня это не происходит? Эти постоянные напоминания, а мы все еще живем жизнью ослушивающихся грешников. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что после малых признаков произойдут большие, а после больших признаков наступит час. И я спрашиваю, знали ли вы, что придет день, когда ребенок попытается обезглавить своего собственного отца? Я спрашиваю вас, знали ли вы, что придет день, когда мать двоих детей, она поведет своих дочерей, мусульманок, она поведет их в ночной клуб. И когда ее спросят, где твой муж? Она ответит, говоря, что он работает таксистом. Я вас спрашиваю, знали ли вы, что придет когда-нибудь такой день, когда ребенок 11 лет однажды придет домой, изнасилует своих двух маленьких сестер, и он скажет, я научился этому в школе. Я спрашиваю, знали ли вы, что придет когда-нибудь день, что имамом будет гомосексуалист, и за ним будут молиться гомосексуалисты, и они будут полагать, что это нормально? Я спрашиваю вас, знали ли вы, что придет когда-нибудь день, что отец и дочь будут смотреть фильм, и пройдет время, и они совершат друг с другом зина? Я хочу спросить вас, знали ли вы, что придет когда-нибудь день, что мусульманина попросят подержать Коран в центре города, а он скажет, братья, мои одноклассники смотрят на меня, не просите меня держать Коран, люди будут смеяться надо мной, девушки будут смеяться надо мной. И когда ему скажут, брат, положи его в сумку, он ответит, я не могу так рисковать. Почему? Потому что люди смотрят на меня.
Итак, один брат кладет Коран, книгу Аллаха в сумку для него, и он дает ее ему. А тот говорит: брат, не давай мне ее, дай ее моему товарищу, он понесет ее за меня. Я хочу вас спросить, знали ли вы, что когда-нибудь наступят такие дни? Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что придет время, и люди будут совершать грехи, и вдруг лица людей превратятся в обезьян и свиней. И те же ветра, которые уничтожили народ Лута, те же самые ветра, те же шторма подуют и уничтожат этих людей. Те же шторма погубят этих людей. Те же ветра, которые уничтожили народ Ада. Те же ветра подуют и убьют этих людей. И земля откроется и поглотит их. И они будут лететь вниз до дня воздаяния. Да, до самого судного дня, который и так очень близок. Но несмотря на это, мы отбрасываем его под стол. Он, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, что в течение 40 лет не будет веры. Будь это Медина, будь это Шам, будь это Босния, будь это другое место, будь это Афганистан, будь это Пакистан, не будет имана. И вдруг в пятницу он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что час наступит именно в пятницу. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что час придет внезапно. Вы даже не поймете этого. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что час наступит, и сделки не успеют совершиться. Что час наступит до того, как человек поднимет кусочек еды и поднесет его к своему рту. Еще до того, как еда достигнет рта. И всемогущий Аллах прикажет Исрафилу дунуть в рог. А этот ангел таков, что его глаза не отрываются от трона Создателя. Этот ангел, горловина его рога больше, чем восток и запад вместе взятые. Этот ангел никогда не моргает. Почему? Потому что он боится пропустить приказ Аллаха. И когда он падут в рог, Эверест, Гималаи, Каракум, все они разрушатся. Как передается в хадисе от Абу Хурейры, земля сожмется. Земля сожмется. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И вы увидите ее. Она будет похожа на раба в центре океана, которого скосил торнадо. Звук рога так ужасен. Аллаху Акбар. Вы увидите это. Мать, несущая в животе ребенка, когда она услышит звук рога, у нее случится выкидыш. Почему? Из-за звука рога. Этот звук настолько ужасен, что ребенок, которому только 10 лет, 15 лет, 16 лет, его лицо покроется морщинами, а волосы поседеют. Он будет выглядеть как человек, которому 100. Почему? Потому что это день воздаяния. И когда это произойдет, мать, у которой был ребенок, она в тот день забудет, что у нее был ребенок. Почему? Из-за звука рога. Звук рога так ужасен, что вы увидите человечество пьяным, но на самом деле оно не будет пьяным. Вспоминается хадис от Абу Хурейры, в котором говорится, что шайтан со своей армией начнет убегать, и они начнут прятаться. Они начнут бежать и прятаться, но в Коране говорится, в тот день нет убежища. Ты оглянешься вокруг. Люди, что же они увидят? Они увидят небо, подобное черному, размазанному пятну нефти. Земля будет трещать по кускам. Земля перед ними, она будет трещать по кускам. Океаны будут полыхать в тот день, и они начнут взрываться. Аллаху Акбар. Представьте себе это, что океаны начнут полыхать, и они будут взрываться. Звезды потеряют свое сияние, и они раздробятся. И наступит везде тьма. А после того, как придет тьма в каждое место, ничего не останется. Каждая частица во Вселенной исчезнет. В хадисе от Абу Хурейры говорится,
что ангел смерти скажет Аллаху: «О Аллах, все, кто на небесах, и все, кто в этой дунье, исчезли, кроме тех, кого Ты пожелал оставить в живых». И Аллах ответит: «Кто же остался в живых?» И ангел скажет: «О Аллах, Джибриль остался, Микаиль остался, Исрафиль остался, и ангелы, которые несут Твой трон, остались». И всемогущий Аллах скажет: «Пусть смерть придет к Джибрилю, пусть смерть придет к Исрафилю, пусть смерть придет к Микаилю, и пусть она постигнет ангелов, несущих Мой трон». Затем Аллах спросит: «Кто остался?» Хотя Он и так знает, кто остался. Аллах спросит у ангела смерти: «Кто остался?» Ангел смерти скажет: «О Аллах, я остался, и Ты остался, и больше никого нет». Затем же Аллах скажет: «Я создал тебя ради цели, и ты выполнил свою цель. Умри же и ты, и он умрет». И Аллах всемогущий и велик сожмет все небеса в своих руках. Он сожмет все миры в своих руках, и Аллах повысит свой голос и скажет: «Я всемогущий Аллах, я всемогущий Аллах, кому принадлежит божественная власть сегодня, кому принадлежит сила сегодня, кому принадлежит царство сегодня. Я царь всех царей. Где ваши диктаторы? Где ваши притеснители?» И никто не ответит. И Аллах сам ответит. Аллах скажет: «Власть принадлежит Аллаху, могущество принадлежит Аллаху, только Он один, единственный, вечный». И когда это произойдет, в повествовании говорится о том, что земля станет плоской. Затем всемогущий Аллах прикажет небесам пролить дождь. И небеса будут проливать дождь в течение 40 дней. И вода, определенная жидкость, определяемая как вода, достигнет 12 кубов. Затем всемогущий Аллах скажет всем телам сформироваться, и они начнут образовываться. И когда тела достигнут своих форм, всемогущий Аллах скажет Джибраилю, Микаилю, Исрафилю и ангелу смерти воскреснуть, и они воскреснут. Затем всемогущий Аллах скажет: «Принесите души». И придут души верующих, и они будут светиться. Затем явятся души неверующих, и их поднимут на равнину, и они будут темными и тусклыми. Затем всемогущий Аллах прикажет душам поместиться в рог, и затем всемогущий Аллах прикажет ангелу Исрафилю снова подуть в рог, и он подует. И он так подует, как говорится в хадисе, что души вылетят, как рой пчел, и они покроют небеса и землю, и они зайдут в тела, и каждый оживет. Они будут босые, они будут необрезанные, и они будут голыми, и они будут смотреть вперед. Хадис говорит, запомните это, человек, совершивший малое омовение должным образом, Аллаху Акбар, на равнине воздаяния, свет будет покрывать его руки, свет будет покрывать его голову, свет будет покрывать его лицо, свет будет покрывать его ноги. Свет будет позади него, и свет будет перед ним, слева и справа от него, свет позади и свет впереди, свет будет окружать его. Аллаху Акбар. Затем на эту равнину придут паломники, которые совершали хадж. Они будут на равнине Дня Воскресения, и они будут говорить, повторяя слова тальбии, «Ляббайк Аллахумма ляббайк», «Вот я перед тобой, о Аллах». И свет будет позади них, свет будет перед ними, свет будет слева и справа от них, и они будут окружены светом. Затем придут воины ислама, и они будут на равнине воскресения. Кто-то будет держать свои собственные внутренности, кто-то будет держать свои конечности. Кровь будет течь, кровь будет пахнуть миском.
Свет будет позади них, и свет будет перед ними. Свет будет справа и слева от них, и свет будет окружать их. Затем придут те, кто призывали на молитву. На равнине Дня Воздаяния он будет возвещать азан. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Он будет возвещать азан продолжительное время, и свет будет перед ним, будет позади него, справа и слева от него. Свет будет окружать его. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Все это для хороших людей. Теперь приходит наркозависимый, и он курил много сигарет с марихуаной. Он нюхал много кокаина. Он будет на равнине Дня Воздаяния. Крэк, марихуана, белая леди, как он называл ее. Она обовьется вокруг его шеи. Ее язык вытянется до талии, как у собаки. Между его кожей и плотью будут змеи и скорпионы, которые будут кусать его и будут заставлять надеть огненные сандали, от чего его мозг начнет кипеть, как котел воды. Затем придет человек, который совершил прелюбодеяние. Он будет на плоскости возмездия. Аллаху Акбар. И его срамные места будут на его лице. Кровь и гной будут течь оттуда. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что его мать и его отец, и каждый человек на равнине воздаяния будет знать, что этот парень прелюбодей. Тот, кто сплетничал, его лицо будет на равнине Дня Воскресения. Его лицо превратится в обезьяне. Тот, кто имел дела с запретным, он будет на плоскости воскресения, и его лицо будет превращено в лицо свиньи. Аллаху Акбар. Человек, имевший дело с процентами, будет ходить по своему лицу. Лицемер будет на равнине воскресения таким, что у него будет два физических лица. В другой же версии говорится, что у него будет два языка, сделанных из огня. Затем притеснитель. Он будет на равнине судного дня. Притеснитель. Этот притеснитель будет в такой тьме. Клянусь Аллахом. В хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, говорится о том, что он будет в такой тьме, что если он положит свои руки перед лицом, то он не сможет их увидеть. В другой версии говорится, что его сделают слепым. А тот, кто доставлял трудности соседям, на равнине возмездия, у него не будет рук. Разные люди, исходя из своих грехов, будут подняты на равнину воскресения, и они будут голыми, они будут необрезанными, они будут босыми, они будут смотреть вперед. И когда это произойдет, они будут в таком положении в течение 70 лет. В течение 70 лет они будут пребывать в таком состоянии. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. В повествовании говорится, что у некоторых пот будет доходить до лодыжек, у кого-то пот будет доходить до колен, кто-то будет тонуть в собственном поту. Они будут кричать и вопить, но в тот день, когда закончатся слезы, из глаз потечет кровь. Повезло тому человеку, который нашел место для того, чтобы стоять на равнине воскресения. Почему? Потому что люди будут в тесноте. И когда это произойдет, они будут в течение 70 лет пребывать в таком состоянии. 70 лет. А солнце будет над их головами. Можете себе представить равнину Дня Воскресения? Аллаху Акбар, Аллах велик. Это равнина Дня Воскресения. Представьте себе это. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда все человечество в таком положении, когда все человечество в таком состоянии будет 70 лет, ни надежды, ничего, они обратятся к Адаму, и они скажут: «О, Адам, заступи за нас». Но Адам ответит им: «Я не знаю, что будет со мной. Аллах разгневался сегодня так, как не гневался никогда до этого. Отправляйтесь к Нуху». Затем все человечество устремится к нему. Затем снова люди на равнине Дня Воскресения скажут: «Заступи за нас. Заступи за нас». Но Нух ответит им: «Сегодня всемогущий Аллах разгневался так, как не гневался никогда до этого. И я не знаю, что произойдет со мной. Идите к Ибрахиму,
И все человечество побежит к Ибрахиму. Ибрахим скажет: всемогущий Аллах сегодня разгневался так, как не гневался никогда до этого. И я не знаю, что ждет меня. Идите к Мусе. Муса скажет то же самое. Сегодня Аллах разгневался так, как не гневался никогда до этого. И я не знаю, что произойдет со мной. Отправляйтесь к Иси. Затем все человечество устремится к Иси. И они скажут: заступи за нас. А Иса скажет то же самое, что и сказали пророки до него. Сегодня Аллах разгневался так, как не гневался никогда до этого. И я не знаю, что произойдет со мной. Отправляйтесь к Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует. Теперь-то вы поняли уровень Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вы осознали подлинную степень Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все человечество. Вы можете себе представить равнину Дня Воскресения? Вся равнина, все они устремлятся к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И они скажут: о Мухаммад, заступи за нас. И Мухаммад отправится к Аллаху. И он, да благословит его Аллах и приветствует, сделает заступничество. И его заступничество будет принято. Затем Аллах скажет: и когда все человечество на равнине Воскресения в таком положении, у некоторых пот по причине их грехов будет доходить до лодыжек, у кого-то до колен, у кого-то до талии, а кто-то будет тонуть в собственном поту. Лица некоторых людей будут превращены в обезьяни, у других свиные морды. Кто-то будет ходить, наступая на свое лицо. У других змеи будут обвиваться вокруг их шеи. Они будут хватать их щеки и кусать их. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что люди на равнине Воскресения будут в таком положении. И хадис от Абу Хурейры напоминает. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, говорит, что будет большой взрыв. Произойдет большой взрыв. Такой взрыв. Они оглянутся вокруг себя. И что же они увидят? Первое небо. Оно расколется на куски. И много ангелов спустятся. И они окружат всю равнину Воскресения. И окружат людей. И расставят людей и джиннов по порядку. Затем раскроется второе небо. И снизойдут ангелы второго неба. Они выстроят по порядку ангелов до них. Люди и джинны станут вместе. И они окружат всю равнину Воскресения. Затем расколется третье небо. И ангелы спустятся. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Они снизойдут и будут сильнее, и будут прославлять Аллаха. Они окружат все человечество и выстроят ангелов, которые стояли до них, людей и джиннов вместе. Спустятся ангелы четвертого неба, ангелы пятого неба, ангелы шестого неба, и спустятся ангелы седьмого неба. И что произойдет? Они окружат все человечество, расставляя их по порядку. Они будут больше и сильнее. Они выстроят их, и вся равнина Дня Воскресения осветится. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что существует 8 ангелов, которые принесут трон Аллаха в тот день. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что один ангел, несущий трон Аллаха, ноги его на нижайшей земле, а его плечи на самом высоком небе. Трон Аллаха над его плечами. Расстояние между мочкой его уха и шеей равно 70 годам пути. 8 ангелов будут нести трон Аллаха. И в этот день возмездия на равнине Воскресения, Аллаху Акбар, 8 ангелов будут нести трон Аллаха. Почему? Потому что Аллах будет разгневан. Он будет гневаться, как никогда до этого. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Аллах скажет ангелам, «Я создал вас для миссии, и вы выполнили эту миссию. Знаете ли вы, для чего я вас создал?» И ангелы скажут, «О Аллах, Ты знаешь лучше всех». И Аллах скажет,
Я создал вас, чтобы вы несли мой трон. Вы выполнили предписанное вам. Просите сегодня любую силу, и я дарую ее вам. Первый ангел попросит: «О Аллах, даруй мне силу земли», и ему будет даровано. Второй скажет: «О Аллах, даруй мне силу ветров», и ему будет дано. Третий попросит: «О Аллах, даруй мне силу небес», и ему будет даровано. И четвертый попросит: «О Аллах, даруй мне силу дождя, даруй мне силу океана и вообще всей воды», и ему будет даровано это. Затем всемогущий Аллах снизойдет так, как это подобает Его величию. И когда Аллах снизойдет, Аллах скажет Джибрилю: «Приведите ад». И адский огонь приведут. Вокруг адского пламени будет цепь из 70 тысяч звеньев, и за каждое звено будет держать 70 тысяч ангелов. Адский огонь будет медленно идти. Почему? Потому что адский огонь будет зол, так как никогда прежде. Он будет окружен 4 стенами. И толщина одной стены настолько большая, что человеку понадобится 40 лет. 40 лет пути, чтобы пройти ее. Жар адского пламени таков, что его разжигали в течение 1000 лет, пока он не стал красным. Затем разжигали в течение 1000 лет, пока он не превратился из красного в белый. Затем разжигали еще 1000 лет, пока он не превратился из белого в черный. И в тот момент времени адский огонь будет черным. И Аллах расщеплет солнце и луну на куски и бросит их в адское пламя. Когда адское пламя увидит людей, оно будет бросаться на них, будет катиться на них. Пророки и ангелы, все люди упадут на колени, так, что Ибрахим мир ему скажет: «О Аллах, я твой друг, окажи же мне милость». И адское пламя будет снова набрасываться, оно будет прыгать, оно будет кидаться на них, и все люди упадут на колени. И снова адское пламя будет прыгать, оно будет набрасываться на людей, и вся равнина возмездия, все пророки и ангелы, они будут падать плашмя на свои лица, и они будут смотреть краем глаз, боясь, что адское пламя схватит их. И затем всемогущий Аллах прикажет. Он прикажет адскому пламени говорить, и ад начнет разговаривать. И он скажет: «Я клянусь, что нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, о Аллах. Я пламя ада, я отомщу всем тем людям, которых Ты наделил своими благами. А когда же пришло время поклониться, о Аллах, они ослушались Тебя. Я пламя ада, сегодня я буду мстить». В хадисе говорится, что из адского пламени вытянется шея. У нее будет 2 глаза и будет рот. И ад скажет: «Мне было приказано забрать 3 людей. Первые — это высокомерные люди. И адское пламя заберет этих людей из рядов, так как птицы клюют зерна. Затем ад снова скажет: «Мне было приказано забрать всех тех людей, которые чинили трудности Аллаху и Его посланнику, и Он заберет этих людей из их рядов, подобно тому, как птицы клюют зерна». В 3-й раз адское пламя скажет: «Мне было приказано забрать всех тех людей, которые создавали картины для поклонения». А затем Он заберет их из рядов, подобно тому, как птицы клюют зерна.
а затем начнется суд. Аллах скажет: приведите животных. Почему? Потому что первыми, кого будут судить на равнине воздаяния, будут животные. И Аллах скажет: приведите животных. И когда животных приведут, все животные, когда они увидят Аллаха, они упадут в земной поклон. И Аллах скажет: это день поклонения, это день суда, это день справедливости. Так что даже если один муравей притеснил другого муравья, и неважно, было ли это в гуще джунглей или под какой-нибудь скалой, Аллах заставит выплатить компенсацию за грех в тот день. И когда это произойдет на равнине Дня Воздаяния, Аллаху Акбар, вы увидите, что люди будут получать наказание. Люди будут получать наказание. У кого-то ступни будут тонуть, у кого-то пот будет доходить до колен, до талии, кто-то будет тонуть в собственном поту. Некоторые люди, вокруг их шеи будет алкоголь, у которого будет язык вываливаться до талии. Срамные места некоторых людей будут на их лицах, и оттуда будут проистекать кровь и гной. У некоторых людей вокруг шеи будут змеи. У некоторых будет 2 языка. У некоторых будет 2 лица. Тела некоторых людей будут разрезанными пополам. Некоторых людей сделают такими, маленькими, как муравьев. И люди будут ходить по ним. Они все будут в тесноте. Они будут кричать. И когда закончатся их слезы, будет течь кровь. И после этого Аллах, когда Он закончит с животными, Аллах будет разбираться с пророками, начиная с посланников. Аллах скажет: принесите хранимую скрижаль. И когда ее принесут, Всевышний Аллах скажет: где Забур? Где Тора? Где Инджиль? И где Коран? На что хранимая скрижаль ответит: Джибриль переписал их у меня. И Аллах призовет Джибриля. И Джибриля приведут на равнину возмездия. И Аллах скажет: хранимая скрижаль сказала, что ты переписал священные писания. Говорит ли она правду? И Джибриль будет дрожать. Он скажет: о Аллах, она говорит правду. Затем он спросит: что ты сделал с этими книгами? И Джибриль, он скажет: о Аллах, я дал Забур Дауду, мир ему. Я дал Таурат Мусе, мир ему. Я дал Инджиль Иси, мир ему. И я дал Коран Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Затем Аллах скажет: приведите Нуха. И Нуха приведут на равнину воскресения, и он будет трястись. Если таковым будет положение пророков, что они будут дрожать, трястись, они будут напуганы, какие шансы у вас и у меня? Затем Аллах спросит Нуха: Джибриль сказал мне, что ты из числа пророков. Он говорит правду? Нух, мир ему, скажет: о Аллах. Он говорит правду. Аллах спросит: что ты делал? И посланник ответит. Он скажет: о Аллах, я днем и ночью призывал их к Аллаху. Я призывал их к таухиду. О Аллах, но они обратились в бегство. Аллах прикажет: приведите народ Нуха. Народ Нуха приведут. И Аллах скажет им: Нух, мир ему, заявил, что он довел до вас послание. Говорит ли он правду? И все человечество
Они будут лжесвидетельствовать этому. Народ Нуха ответит: «О Аллах, он говорит неправду! О Аллах, он лжет!» О братья, если таково будет положение людей в тот день, что же тогда будет с подобными мне и вам? И после того, как Аллах разберется с посланниками, начнется суд, и людей будут судить одного за другим. И в тот день будут две группы. Группа правой стороны, и они получат свои записи в правую руку. И будут люди левой стороны, которые получат свои записи в левую руку. Люди правой стороны, эти люди, которые жили жизнью повиновения, жили жизнью поклонения Аллаху, которые жили жизнью исполнения приказов Аллаха и действия по сунне. А люди же левой стороны, это будут люди адского пламени. И кто эти люди? Это люди, которые жили в непослушании, жили грешной жизнью. Затем Аллах рассудит их. И кого Аллах прикажет? Если Он прикажет человеку войти в огонь, всемогущий Аллах скажет: «Закуйте его в цепи». Абдулла ибн Аббас сказал, что цепь зайдет через его задний проход и выйдет наружу, и окутает его. Они обтянут его и потащат его в адский огонь. И ангел, который держит его, у него будет черное лицо, черные глаза, черные острые зубы. Аллах удалит из него милость. Почему? Так он не будет испытывать жалости к человеку, который будет гореть в адском огне. И этот ангел скажет: «А разве посланники не приходили к тебе? Но ты не верил им. Разве у тебя не было времени на Аллаха?» И он бросит его в огонь сильным ударом. И в тот день будет мост, острее, чем лезвие, и тоньше человеческого волоса, скользкий. По обоим его сторонам будут ангелы с крюками, сделанными из огня. Некоторые люди пройдут этот мост, подобно вспышке света. Некоторые подобно морганию глаза. Некоторые пройдут его так, что они будут скользить, но пройдут. Другие подскользнутся и упадут в огонь ада. И те, кто пройдут эту стадию, пересечения моста, они увидят рай. И когда они увидят рай, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Теперь настало время Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он откроет врата рая для людей, которые войдут в него. И люди войдут в него тысячами, миллионами. А другие же будут в пламени ада. И я молюсь всемогущего Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из тех людей, которые получат свои записи в наши правые руки. И я также молю Аллаха, чтобы Он простил меня, потому что я недостаточно хорошо раскрыл эту тему.